Radio.fm. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нашу размову ў жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта незвычайны эфір, гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz. Рэдактарка bel.biz Юлія Нехай, як заўжды, у нашай студыі. Прывітанне, Юлія. Привет. І наш сённяшні госць Павел Фірсаў і яго студыя імерсіўных рашэнняў Feeling Digital. Прывітанне, Павел. Добрый день. Сённяшняя наша гісторыя, гэта гісторыя, я так думаю, вялікага, але хуткага пераўтварэння. Гісторыя таго, як чалавек знаходзіць выпадкова свой шлях, на якім застаецца і на якім будуе бізнес. Павел працаваў пэўны час на беларускім тэлебачанні, быў корэспандэнтам. Павел, шчыра скажу, не шмат нам атрымалася знайсці пра гэты ваш перыяд, але мы знайшлі адзін ваш рэпартаж, дзе вы крытыкавалі Еўрарадыё. Вось, было такое. Што рабіць? Это, відаць, была першая згадка пра Еўрарадыё на беларускім тэлебачанні, але тым не менш. Раскажыце, што было далей? Як вы прыйшлі да бізнеса, якім займаецеся цяпер, да здымкаў абсалютна касмічных роликаў у віртуальнай рэальнасці для буйных заказчиков? Очень приятно, что вы посмотрели так глубоко мою историю. Хорошо, что не дальше. Дальше была армия и войска специального назначения. До этого было специальное образование вообще в сфере полиграфии. Но, слава богу, об этом нет никаких звесток. Интернет заховывает тишину. Да, это было до интернета, и это мое спасение. Какое-то время после Белрадиокомпании мне посчастливилось поработать в еще одной интересной компании, известной по имени Wargaming. Все или большинство стартаперов знают о ней. Это бенчмарка для многих людей. На нее равняются, в нее играют или ее ненавидят и хейтят. А ты какие эмоции к ней испытываешь? Сейчас? Ну да. Легкое снисхождение, я ее перерос на своем шляху, потому спасибо этой компании. Это сейчас я без словоблудия, без подлизывания, без всяких этих вещей. Але, насколько я понимаю, Wargaming — это один из клиентов Feeling Digital. Абсолютно верно. Да. Настолько хорошо себя зарекомендовал внутри компании, что и снаружи тоже это продолжает работать. Ну, да будет так. После слова, что вы ее переросли, я не могу переглядеть свое ставление. Wargaming — прогрессивная компания, качество на первом месте, а все эти слова... Эмоции, бизнес есть бизнес. Короче, что было вот с таким поворотным пунктом? Цікаво, да? Был Wargaming, было БТ, было іншае минулое, да? Что наштурхнуло вас на идею бизнеса, яким вы занимаетесь зараз? Прежде всего, мне всегда хотелось, как и многим людям, разобраться в каком-то тренде, который будет, в какой-то такой технологичной штуке, которая появится спустя год, 2 или 5, но та ситуация не очень позволяла мне в этом разбираться. Я был замкнут в каком-то информационном пространстве, а после в пространстве Wargaming. Дело в том, что мы с моими коллегами и с моим нынешним бизнес-партнером, могу его назвать, абсолютно. Его зовут Дмитрий Соркин, ему будет приятно, у него тоже есть большой опыт кино и какой-то опыт телевидения. Он работал, правда, в развлекательных молодежных передачах, но сейчас не об этом. Мы делали эксперименты в сфере виртуального кино, видео 360 градусов, и считали, что мы одни из первопроходцев в мире, одни из первопроходцев в нашей стране. До того, как мы не узнали, что есть еще одна компания, которая тоже работает в Беларуси, она на пару-тройку месяцев раньше, чем мы. Не будем сейчас углубляться в эти подробности. Мы друзья, и некоторые проекты делаем вместе. С тех пор много прошло трансформаций и видоизменений наших видеоэкспериментов. Они стали коммерческими, потом они перетворились, потом они изменились и стали вообще программными. Имеется в виду наши виртуальные видео, уже не видео, а программы, в которые можно ходить, играть, об этом я чувствую несколько позже, и тоже решать те же бизнес-задачи, которые мы начинали решать с простого виртуального кино. А расскажи, какие бизнес-задачи заказчиков вы решаете благодаря VR? И можно нам уточнить, наверное, ваших заказчиков. У виртуальной реальности много разных качеств, но основное из них, понятно из названия, отрезать внешний мир и добавлять виртуальный несуществующий. Для чего это может понадобиться? Для того, чтобы погружать клиентов, наших клиентов, работников,
партнеров наших, опять же, заказчиков в нужную для них среду для достижения нужных эффектов. Ну вот, например, обучение в виртуальной реальности чему-то, что в реальности создать невозможно или сложно. Какая-то, не дай бог, катастрофа, какие-то сложные ситуации погодные или МЧС, или что-то где-то в таком ключе. Все равно человек по книжкам, по методичкам не научится, не сможет. Impossible. В то же время, дай бог, чтобы этим людям, не у каждого была возможность пройти это обучение в жизни. Таким образом, мы погружаем человека в необходимую среду, допустим, какая-то экстремальная ситуация, и мозг человека реагирует так, ну почти так, на 95, на 98%, как если бы это с ним происходило в реальности. Этот эффект нужен, мы его забираем, и таким образом и возникает value для этого бизнеса. Я калісьці быў у электрадэпо мінскага метрапалітэна, і там бачыў трэнажор, на якім займаюцца машыністы. За некалькі месяцаў чалавек набывае гэтую прафесію. І гэта была рэальная кабіна цягніка со всеми вот ручками гэтымі. А так вы можете, да, змадэляваць гэтую кабіну, і каб не трэба было ніякіх усталёвак, да, каб можна было просто апрануць гэты шлем віртуальнай рэальнасці і учиться. Павел, так и надо. И мы так и стараемся делать, и мы пытаемся и объясняем как можно большему количеству людей, партнеров, компаний, что так нужно. И такие кейсы появляются благодаря нам, вопреки нам, может быть, у каких-то других наших коллег, партнеров, конкурентов, но это есть. То же самое есть один из очень дорогостоящих тренажеров для пилотов, который выглядит примерно так же. Это огромная такой фюзеляж, где много кнопок, рычажков, он стоит там не десятков, просто несколько миллионов долларов его создания, и на него очередь пилотов молодых со всего мира, чтобы достучаться до этой кабины, оказаться там и потренироваться. При всем при этом VR даст практически такой же эффект. Под словом «практически такой же» я понимаю пространственное восприятие, Здесь нужный рычажок, тут то, чего не дает ни одной из традиционных медиа. Конечно, холод металла такой человек ощущать не будет, да ну и не надо. Это просто нужно немножко потренироваться, побыть 3, 5, 7 минут, и мозг принимает эти правила виртуальной реальности, даже если у тебя рука проходит сквозь какой-то объект, кнопку или рычажок, неважно. Как вы решаете проблему motion sickness? Это когда пользователь... Да, как я сказать знаю. правильно, да-да-да. Ну, давай объясним, что это такое, и вот как вы решаете эту проблему. Как сказать слово «тошнит» по-другому? Объяснить. Морская болезнь. Когда люди плохо себя чувствуют. Да, такая проблема есть, и не скажу, что через 2 раза точно об этом задает. Сразу скажу, это проблема плохого контента в 100% случаях. И иногда она может быть связана с некачественным шлемом, но это примерно об одном и том же речь. О чем? Но подожди, плохой контент, это значит, что не продуман сам сюжет, или это проблема изображения, или вот... Комплексная. Комплексная. Начнем с плохого контента. Когда наш мозжечок начинает представлять себя спиной, бегущим назад, со скоростью примерно 60 км в час, ему некомфортно. Если будет такой же контент виртуальной реальности, ему будет примерно так же некомфортно. Когда мы едем на поезде в сидячем вагоне, в Вильнюс, например, мы всегда хотим сесть по ходу движения. А спиной, ну, не очень классно. Кому-то это более неприятно, а кому-то ок. Зависит, опять же, от мозжечка. Если мы сделаем какой-нибудь контент виртуальной реальности, у меня даже был motion sickness от одного экспириенса, я был птичкой, это был симулятор птицы. Я очень круто летал. Это было на заре виртуальной реальности, это были первые тесты. Я очень круто летал, там были невероятные углы, и я минут 20 испытывал то, о чем сейчас мы говорим. Это плохой контент. Его делать не нужно, и мы его не допускаем, даже если у нас заказчик говорит, давайте сделаем так. Или давайте мы сделаем, чтобы человек летал по нашему заводу, там все видел, говорю, о, вот это вот об этом речь. Это важно понимать и не давать делать что-то такое, что потом плохо отразится на людях, на их ощущениях. То бок ёсць пералік нейкіх сітуацый, Да. у якіх гэта асэнсаванне з'яўляецца, іх можна пазбягаць.
Да, мы должны делать поправку на то, что есть разные люди, разные мозжечки, они по-разному себя ведут, кому-то более все равно, кому-то менее, как правило, людям более возрастным. Мы делаем некие усредненные такие требования, и их пропагандируем, и их стараемся придерживаться. Как вы тестируете? Вот сколько у вас, допустим, может быть итераций от от того, когда появился прототип, и вы его вывели уже вот на пригодный уровень? Да, чтобы закрыть предыдущий вопрос, скажу еще, что есть такой параметр, как FPS, это дрожание кадра, количество кадров в секунде изображения. Если ты сделал плохой контент, и он не оптимизирован, у тебя появляется это при поворотах или при взаимодействиях. Это тоже напрягает твой глаз, и у него повышается межзрачковое давление или внутризрачковое давление. Я уже сейчас... Внутриглазное может быть. Может быть. Да. Нечто такое. В общем, глаз напрягается, ему плохо, он передает давление в голову, и, опять начинается эта история. Потому это тоже мы тестируем. Вот. Про итерации имеется, наверное, в виду больше от первой идеи до последней. Сколько раз мы с клиентом бодаемся. Я имела в виду, что и технически совершенствуете, собственно. Как правило, это все одна большая итерация. Мы когда уже на такой завершающей стадии, недельку мы колупаемся, иногда 2, зависит от того, насколько это все дело сложно. Больше мы общаемся и тратим времени с нашими клиентами, заказчиками. Наш бизнес, стартап строится на том, что есть реальный сектор, есть хай-тек технологии или IT, и одно другому, в принципе, не нужно, а бизнес там, где их нужно подружить друг с другом, и здесь образуется бизнес-value, о котором мы говорим. И поэтому клиенты, они, как правило, слабо или мало знакомы с хай-тек технологиями и очень долго понимают, что требуется от них, какого рода подтверждение им нужно дать, чтобы мы могли двигаться дальше. Это может быть и 5, и 6, и 10, больше уже все уже так долго не может быть. А сколько человек вообще работает в команде? 15 в настоящий момент. Это такое нормальное количество для небольшой компании, и нам вот еще пяток, и мы даже сделаем такую принудительную паузу на какое-то время. Это не только технические специалисты, и менеджеры в том числе, но в целом мы приняли решение, что в ближайший год мы постараемся не расти больше 20, потому что бизнес-процессы, налаживание – это то, что теперь уже нашу компанию удорожает. Перед тем, как мы выйдем на перапынак, может быть, з гэтых 15 чалавек, колькі чалавек займаюцца непасрэдна вытворчасцю, колькі чалавек займаюцца менеджментом, то бок кіраваннем, продажами и так далее. 11/4, но иногда наши специалисты по созданию проектов вынуждены, мы их просим, всего того, что мы компания маленькая, и у нас, знаете, как люди-оркестры все, поменеджерить тоже. Это корыстно, я думаю, для их. Разумеюць спецыфіку працы з заказчыкамі. Сябры, гэта стартапніца, праграма пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія інвестуюць у іх грошы. Наш сённяшні госць Павел Фірсаў. Мы размаўляем пра студыю імерсіўных рашэнняў, пра здымкі VR-відэа як бізнес, які прыносіць грошы. Юлія Нехай з bel.biz дапамагае нам. Зараз мы сыходзім на невялічкую музычную паузу і выпуск навінаў. Заставайцеся на Еўрарадыё. Червоний прогрес, саме тоді, як осив на НРС. Соромно скажете, може й так, але кожен хлопак жив тоді тільки так. Великом жити був я індивід, вигляд робив ніби повний інвалід. У 17 років всі були хворі, бо кожна хвороба твій крок до волі. Бай-бай, армія, бай-бай, бай-бай, армія, гудбай. Бай-бай, армія, бай-бай, ти пісню пацифіста без мене засинай. Бай-бай, армія, бай-бай. Єврорадіо. Новини – наша справа.
Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Надыходзіць эра робатаў, хацелася б гэтага каму-небудзь ці не, заявіў Александр Лукашенко падчас наведвання парка высокіх тэхналогій 12 красавіка. Як паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы, яго цікавасць выклікалі распрацоўкі ў галіне роботатэхнікі. Роботы могуць быць запатрабаваны ў такіх сферах, як прамысловасць, медыцына і нават грамадскае харчаванне. Лукашенко не выключыў, што паказаная яму распрацоўка можа быць запатрабаваная ў беларускім аўтамабілебудаванні. Дзіўныя абвесткі з'явіліся ў пад'ездах жылых дамоў у Мінску. Нібыта МУС распачало акцыю па барацьбе з курцамі ў пад'ездах. Людзям прапаноўваюць фатаграфаваць суседа з цыгарэтай у руцэ і даслаць фота на электронны адрас у дамене Малпа МВД.Гау.Бай. За такое паведамленне абяцаюць узнагароду ў памеры 25,5 рублёў. У каментары Еўрарадыё прэс-сакратарка МУС Вольга Чамаданова распавяла, што пошты, на якую прапануюць дасылаць фота, не існуе, а сама абвестка не больш чым звычайны фейк. Беларускі дзяржаўны універсітэт забараніў навучэнцам даваць публічныя каментары, якія несуць пагрозу іміджу навучальнай установы. Адпаведны пункт апублікаваны ў правілах унутранага распарадку для навучэнцаў БДУ. Пункт правілаў датычыць студэнтаў, магістрантаў, слухачоў і стажораў універсітэта. Амбасадар Туркменістана ў Беларусі агучыў забароны для студэнтаў-суайчыннікаў, якія навучаюцца ў нашай краіне. Дзяўчатам забаронена насіць джинсавыя штаны і спадніцы, а хлопцам насіць бароды і наведваць мячэці. Пра гэта перадае радыё Азалтык. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, наш сённяшні госць Павел Фірсаў, кафаундер студыі імерсіўных рашэнняў Feeling Digital. Прывітанне. Добрый день. Павел, Добрый день Юлія Няхай з Bell.biz дапамагае весці праграму. Прывітанне. Привет. Юлія, і з чаго ж мы пачнем другую частку нашага эфіра? З таго, што мы так і не зразумелі, які профіт, якія бізнес-задачы вырашаюць ваши заказчыкі, калі звяртаюцца да вас пра здымкі відэа ў віртуальнай рэальнасці. Ці ролікаў 360, я не ведаю, да? То бок, адна ёсць задача, была агучана. Гэта трэнінг, да? Трэніровачныя вось такія відэа, якія дазваляюць нешта засвоіць. А калі мы рэкламную плоскасць, напрыклад, выбіраем, ці што-небудзь яшчэ ёсць цікавае? Павел, вы говорите про виртуальное видео, затрагиваете один из 5-7 видов подвидов виртуальной реальности. Это только одна. Нам немножко обидно. Сейчас Feeling Digital всем стало. Но это не важно. Ламеру этим. Я думаю, не наш клиент, поэтому я к этому нормально отношусь к клиентам. Я бы сейчас взялся за вас, за ваше образование. Это виртуальные программы в массе своей, по которым люди могут ходить, перемещаться, трогать, взаимодействовать с объектами. По сути, это компьютерная игра, сценарий которой не игровой, как правило, для решения бизнес-задач. Какие? Самый понятный пример про белорусский автомобильный завод БелАЗ, эти вот огромные карьерные самосвалы. Самый большой, как мы знаем, 450-тонный, таких машин всего 3 в мире, больше нее нету. И свозить ее на выставку техники в Лас-Вегас, не знаю, сколько денег стоит. Десятки, если не сотни тысяч долларов. Это дело разбирается, едет, летит, плывет туда, собирается, и после этого должно быть продано. Неважно, за какие деньги, потому что увоз обратно – это еще большие затраты. Никогда в жизни БелАЗ такого не делал, потому что это действительно непомерные затраты, но примерно такие возникают, когда мы говорим о маркетинговых задачах, о рекламных и о хотя бы одном из понятных направлений работы. Таким образом, мы оцифровываем, делаем виртуальную реальность, снимаем видео, как угодно можно называть, то, что надо посмотреть клиентам их на выставках в шлеме. Быстро, просто, дешево, то же самое, а иногда еще и без дополнительных ненужных элементов. То бок шок-контент на выставе в Лас-Вегасе. Человек может апрануть шлем виртуальной реальности и опынуться в Жодино. Да? Так и есть. И перед 450-тонным БелАЗом и начать ходить, лазить, подняться в кабину. Да, вот так вот это происходит. Лазить мы не дошли еще до этого этапа. Мы начали с видео, потому что это быстро, просто, дешево и наиболее понятно. Мы очень долго и к этому этапу пришли с нашими коллегами из этого завода. Предприятие большое.
такое с большой историей, ему не так просто быстро повернуться в крен хай-тек технологий. Пока у их пользователей в Лас-Вегасе, ну, пока это приложение прошло боевое крещение в Чили, рядышком, но до Лас-Вегаса еще не добралось, но я жду. Но у вас еще есть время доработать, наверное. Мы работаем над этим, и это не просто там такие смешные красивые слова. А мне такой вопрос. Вообще это очень классный, интересный кейс, но насколько вот вам вообще легко привлекать к созданию подобного контента и вообще привлекать в качестве клиентов наших больших промгигантов? С какими вам приходится бороться возражениями? Первое возражение – это поток людей. Мало потока, каждому нужно надеть, мы не знаем, нам это не надо. Но если подойти к стенду и пообщаться со специалистом, который там сидит, это то же самое общение 1 на 1. Потом, в зависимости от типа виртуальной реальности, этих очков может быть 1, 2, 3, до 20. Они могут быть с большим погружением, что требует более дорогостоящего оборудования, может быть менее дорогостоящим, что требует... Мобильное устройство, опять же. Да, это немножко уже устаревающая технология, но в общем и целом есть комплексное решение. Это простые шлемы, которые работают, как работали мобильные устройства, только без самих смартфонов. Это круче, проще и там по качеству даже сопоставимо, и оно не требует вычислительных мощностей, идеально для видео. Наши партнеры, я не уверен, что я могу называть следующую коммерческую компанию, может быть, это будет для нее реклама, но это и не суть нашей беседы. Они взяли несколько таких очков, поехали с ними на их выставку в Германию, они просто стояли, такая вереница на такие, знаете, манекены голов, или как это правильно сказать, там они висели, и всяк проходящий брал, все очень было классно, был классный поток. Второе возражение, которое было, как люди смогут, ну вот они же пройдут сквозь стену, а у нас не надо, чтобы проходили сквозь стену, или там надо что-то будет схватить, как с этим быть? Вопрос к контенту, надо тестировать, надо приходить к нам в нашу лабораторию Feeling Digital, и мы, как правило, с этого стараемся начинать беседу. Как только люди посмотрят, 20 минут достаточно понимать, какие типы есть виртуальной реальности, в чем разница, что можно делать, что нельзя, и наоборот тогда пропадет этот соблазн наделить виртуальную или дополненную реальность какими-то качествами, которые им не присущи. Например, мы будем в дополненной реальности общаться с какими-нибудь роботами, и они будут понимать нас и таким образом реал-тайм научиваться, понимать наше настроение. Это такая пока фантастическая. А что такое вообще рынок VR в Беларуси? Он есть? Рынок VR в Беларуси – это такая маленькая, узенькая тусовка, которая все друг друга знают. И есть тройка компаний, которые мало кто знает, потому что они работают сразу на заморский рынок, заморский в кавычках, и тоже неплохо себя чувствует. При этом эта тусовка по чуть-чуть так улетает или проектами своими, или физически в более развитые рынки, прямо говоря, потому что у нас прекрасное место для развития стартапов. Можно долго говорить про эти льготы для айтишников, но это не делает наш рынок пока что, к сожалению, таким привлекательным. Потому идеальная система мы здесь, а продаем там. Экономия на издержек – это уже про понятно, да. бизнес-вэлю, про нас. Давайте вернемся до того, с чаго бізнес пачынаўся. Вось вы вярнулись з выставы ў Лас-Вегасе, упершыню там апранулі, надзелі шлем віртуальнай рэальнасці, і зразумелі, што тэхналогія перспектыўная, можна яе прывесці ў Беларусь. Што было далей? Дзе вы шукалі першыя інвестыцыі, якія, самае карыснае, якія памылкі вы дапусцілі, чаго могуць пазбегнуць ваши паслядоўнікі, магчымыя, тых, хто таксама пакручыць па гэтай ці падобнай дарожцы? Примерно как сейчас мы замечательно сидим, мы сели за стол переговоров с моим партнером, налили по чашке кофе и стали думать примерно о том, что наш видеопродакшн, конечно, крутой, нам в силу разных обстоятельств удалось поснимать хороших для белорусского и для интернационального рынка проектов, в том числе благодаря варгеймингу, о котором мы говорили. Но это рынок не очень перспективный, и надо что-то делать, или уезжать, где больше проекты, бюджеты, там, не знаю, Голливуд или еще что-то, или надо дифференцироваться. Так мы пришли к видео 360, потом, как я уже рассказал, почему мы перешли к программному продукту постепенно.
наши партнеры, клиенты все больше хотели что-то делать с этим виртуальным изображением, не просто смотреть, а ходить, участвовать, нажимать кнопки, ходить по несуществующим виртуальным предприятиям и так далее. И таким образом мы решили, что мы будем становиться более такими технологичными, более такими хай-тековскими, более стартаперами. Вот, тем более, что у моего бизнес-партнера тоже айтишное прошлое. Но тем не менее, какая необходима вот первоначальный капитал? Тогда мы пришли к тому, что мы откроем галерею виртуальной реальности и вложимся чуть-чуть серьезнее в оборудование для съемок. Тогда еще это были в основном только съемки. На галерею мы потратили по разным подсчетам примерно 12-15 тысяч долларов. Это закупка оборудования, ремонт, аренда и прочие вещи. И еще мы прикупили оборудование для съемок. Это порядка еще 4-5 тысяч долларов по примерным общим прикидкам. План был таков, что в галерее мы показываем минчанам, гостям контент непростой, не то, что вы видите в торговых площадках, где ты пошел, покатался на американских горочках, а такое кино, вдумчивые какие-нибудь проекты, экспириенсы, выставочные, артхауса полно у нас. В VR. Да, и другая сторона – это видеопроизводство, 360 VR-видео. Мы будем создавать такие шедевры. К слову, это получилось. Один из них занял первое место в Париже в прошлом году. Это короткометражное кино в виртуальной реальности. То бок, у прынцыпе, вы адразу задумались пра відэавытворчасць, але яшчэ была галерэя, у якой вы хацелі дэманстраваць. Да? То бок, у прынцыпе, на рынку, дзе кліенты не ўяўляюць сабе, у чым заключаецца паслуга, гэта, мне здаецца, быў вельмі лагічны крок. Да, но мы были, как нам хочется думать, чуть-чуть впереди рынка. Мы сознательно не привлекали и не привлекаем инвестиции. Пока что на данном этапе мы все хотели, чтобы это было больше наше, сами развивать, знаете ли, с низов и до финального результата. В общем, не пошло. Все это больше становилось таким, знаете ли, шоурилом для наших клиентов. Потом это вообще стало лабораторией для наших будущих сотрудников. Свернули, уехали, теперь это оборудование у нас работает в лаборатории, а помещение нам это было не нужно, там отдельный вход и вот эти вот атрибуты. Атрымліваецца, што інвестыцыі з боку з інвестараў вывогуле пакуль не прыцягвалі нават вось гэтыя 3F, пра якія заўжды кажуць бізнес-анёлы і family. Да, яны яшчэ не задзейнічаны. Family. Мы общаемся и общались со всеми. Дело в том, что мы зашли в рынок VR на таком этапе, когда он уже минул этап хайпа. Мы знаем, что все технологии развиваются по так называемой петле. Там есть такое агентство Гартнер, американское, это все предсказывает, рассказывает. В общем, уже этот хайп минул, как раз внизу уже люди, всеобщее разочарование, а потом уже был выход на так называемое плато продуктивности, которое сегодня VR миновал, и все его теперь уже признают с его достоинствами и, самое главное, недостатками. Мы зашли на рынок, когда этот хайп только миновал, и такое, знаете ли, сложилось у известных предпринимателей в Беларуси и в целом: VR плохой, он не работает, тошнит, там непонятно, как с ним быть, но мы на нем зарабатываем, и прошлый год был для нашей компании знаковый, когда мы, наверное, уже 99, а может быть и 100% проектов ушло в VR. Мы полностью остановили наше видеопроизводство за ненадобностью и по причине концентрации. Нужно концентрироваться на чем-то одном. И эта история, и это направление VR, оно основное, и, собственно, оно сейчас у нас и превалирует. А есть какие-нибудь способы переупэўніць все ж таки людей, вось, якія негатыўна настроеныя, да, якія, в принципе, мы это делаем. Да, а вот як, да, акрамя того, каб открывать гэтыя дзверы, глядзець людзям у вочы, тлумачыць ім бясконца, да, что все ж таки это все працуе, это все по-іншаму, у вас там неправильно склалось нейкое уяўленне. Ну, смотрите, как у Жванецкого, конечно, о вкусе устриц надо спорить с теми, кто их ел, потому если человек не надевал шлема, были такие кейсы, заказчик не надевал, не хочет, как ты его убедишь? Никак. Да, не читал, надо смотреть, надо смотреть, тестировать, понимать, тогда это приходит. И очень часто
заказчик взрослый, а его клиенты молодые, и он не может перестроиться и мыслить какими-то стереотипами. Хорошо, не хочешь, но хотя бы давай тогда почитаем, посмотрим, что в мире происходит. Тот же мистер Цукерберг, у которого сейчас не лучшие времена с его Фейсбуком и базами данных, но это, слава богу, не коснулось пока что VR, хотя один из наших будущих американских партнеров спросил, как защищаться, когда мы сделаем там одно из приложений. И, то есть даже такие есть вопросы. Он периодически в своих интервью рассказывает о миллиарде людей, которые будут находиться и пользоваться виртуальной реальностью. У него такие ресурсы, судя по всему, есть. Это его слова, я его цитирую. Благодаря, конечно, Facebook, и если вы не знаете, то и вы есть в виртуальной социальной сети Facebook Spaces, и вы, и я, и все на свете. Для этого нужно просто все на свете владельцы аккаунтов, разумеется. Для этого нужно туда войти, и все фотографии, данные будут расположены там уже в формате виртуальной реальности, и можно с ними взаимодействовать, но немножко по-другому. И он пропагандирует идею, чтобы люди жили в одном месте, работали во втором, в третьем, коллаборация. И многие субподрядчики сейчас продвигают такую идею, чтобы люди из разных континентов надели шлемы, собрались. Вот Юлия была дома, я был у себя, вы были на Бали. Уже допустим. Есть такие приложения, в общем-то. И не одно. Угу. Мы все вместе видим друг друга как похожих друг на друга. В Альпийских горах мы играем в пинг-понг, общаемся. Да. И мы ведем этот эфир, будучи в совершенно разных местах, но, конечно, с хорошим доступом к интернету. Поясни, пожалуйста, вопрос этого вашего партнера американского. То есть, как действительно вы защищаетесь, так сказать? Ну, то есть вот сам... про интеллектуальную властность? Нет. GDPR или вот... Да, абсолютно верно. Но, вы знаете, все зависит... Подожди, про GDPR или интеллектуальную собственность? Про GDPR. Но можем поговорить и про интеллектуальную собственность. Для наших слухачоў, якія, крыху, якія звычайна засмучаюцца, калі мы нейкімі словамі такімі, что такое GDPR? Юлия знает. Она сказала это первое. Вы сказали, да, это 4 литеры. Но можно не расшифровывать, я так разумею, это аббревиатура. Что это такое? В общем, это европейское и в том числе законодательство о защите персональных данных. Действительно, каждый новый уникальный шлем Oculus, он должен быть залогинен на что-то, на кого-то, и это создает на волне вот этих вот негативных настроений, связанных с проблемами к доступу к персональным данным, вопросы, а как же будет с Oculus? Будет такая же вещь или вы как-то защищены? Но это хороший вопрос, нам бы дойти до него еще, потому что тут надо сначала прототип, потом рабочую версию, потом защита и прочие вещи. Самое простое — выдернуть от розетки, и чтобы эта система была замкнута, так называемый location-based вариант VR, и все, тогда ни один к тебе вирус и ни один контролирующий какой-то там бот не залезет, потому что сети не будет. Да. Другое, если мы говорим о каком-то коммерческом использовании, допустим, одного и того же шлема, через него проходит 100 человек в день, следи. Как? Сябры, на гэтым час нашай праграмы скончыўся. Калі шчыра, у мяне такое ўяўленне, што я за гэты час пабываў і фільме «Матрыца», і ў фільме быў такі фільм «Першаму гульцу падрыхтавацца», дзе таксама было рэалізавана тое, што людзі апранаюць гэтыя шлемы, і мільёны іх сапраўды жывуць в іншай рэальнасці. «Аватар», опять же. І па-іншаму, і іншыя мадэлі. Фільм «Пачатак», дзе людзі правальваліся ў сон і жылі ўсе разам ізноў жа. Але ўсё гэта робіцца ў Беларусі, робіцца кампаніяй Feeling Digital, кофаундер якой Павел Фірсаў сёння завітаў у нашу стартапніцу і распавёў, як гэта ўсё пачыналася і як гэта ўсё працуе. Павел, я думаю, вас можна знайсці ў Фейсбуку, каб задаць якія-небудзь пытанні, калі у вас яны ёсць, а мы на гэтым развітваемся. Да пабачэння. Да пабачэння. Юлія, я, Павел Свердлоў, развітваюся з вами. Пачуемся. Мы дарем